Automechaniker Carmechanik? Скажите, когда автомеханика можно назвать автомехаником? When is a doctor? А когда врач? Врач. When is a husband? А когда муж становится мужем? And when is a Christian? А когда христианин христианин? It sounds maybe a little bit funny. Знаете, может быть, немножко так, оно как-то так весело и непонятно звучит. Because people say like, I mean, a doctor is a doctor. Потому что, ну как, мы скажем, ну как, ну, врач это врач, понятно, халат белый, там шапка, все дела. The STO-mechanic is a STO-mechanic. Механик на СТО это механик на СТО, понятно. Which is kind of logical. И это логично. But can we also say like a Christian is just a Christian? Можно ли сказать, что христианин это просто вот христианин? There's maybe a bit more confusion. I think it's not that logical. Знаете, возможно, тут есть некоторые такие замешательства, и оно может быть даже нам не совсем логично. For me, it's kind of challenging the last months and weeks. Знаете, я в последнее время, вот, последние месяцы, недели об этом думаю, знаете, оно для меня даже такую трудность являет. I want to talk about today about a little bit the basics of what is a Christian. И хотел бы я поговорить сегодня об основах того, что мы называем христианством. Because it's not that logical. Потому что не для всех оно так уже логично. If we would go 2000 years backwards, если бы мы с вами могли вернуться на 2000 лет назад, like just when Jesus died on the cross and there around the first 100 years, знаете, ну, например, в то время, когда Иисус Христос умер, и вот где-то вот в районе 100 лет, в районе этого события, when we read about the first generation of Christians, когда мы читаем о первом поколении христиан, we realize it wasn't that easy, like a Christian is just a Christian. Мы понимаем, что быть просто христианином, ну знаете, так вот просто, вот я христианин и все, это было не так просто для них. Because we have to realize there were lots of like with the Rimsky and how do you say yeah. Потому что, знаете, они были в Римской империи. They worshipped lots of different idols. А в этой империи поклонялись целой куче разных идолов. And there were like different philosophische like ideas. И было очень много разных философских идей тогда. В той империи. If someone wanted to call himself a Christian, it was kind of a big step. И если кто-то называл себя христианином, это был смелый шаг. And he had to draw a line under his life and leave the past. И он фактически подводил черту под своей прошлой жизнью, и прошлое оставалось в прошлом. To become a Christian. И он становился христианином. We have some countries today still in our world. И похожие страны, похожий уклад есть в некоторых странах и в нашем мире сегодня. Where it is kind of difficult just to confess that you are a Christian. В этих странах очень трудно просто вот так вот взять и исповедать, ну, сказать, что я христианин. Iraq, Iran, Saudi Arabia, Да, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, North Korea. Северная Корея. I just heard somewhere, like in Iran, if you are a Muslim, Знаете, я услышал где-то, что в Иране, если ты мусульманин, and you become a Christian, и ты становишься христианином, your family members have the right to kill you. знаете, у членов вашей семьи, представьте, самых близких вам людей, есть полное право тебя убить. Слава Богу, we don't have that kind of setting we live in Слава today. Богу, у нас с вами ситуация немножко другая, правда? But it is a little bit another problem. Но возникает другая проблема. For example, Switzerland, Germany, Ukraine, we call ourselves a Christian country. Например, Швейцария, Германия, Украина в том числе, мы называем себя христианскими странами. And I looked yesterday up on Google or Wikipedia, like I think there are about 80 or 85% Christians in Ukraine. Знаете, я вот читал статистику, вчера искал там в Гугле, на Википедии, что в Украине где-то 85% населения христиане. Do you believe they're all Christians? Вы верите, что они по-настоящему все вот это христиане, 85%? Не верю. For me, it also was like a big question mark. Знаете, для меня тоже это был очень большой знак вопроса. And for me, the question occurred. I work a lot together with non-believers. Знаете, и я много работаю с неверующими людьми. Нет, это неправильно. Они неверующие. А, они православные, мать. Yes, they call me. Oh, I'm a believer. I'm a Christian. Не, ну как, я верующий, я христианин. Like where I teach German, for example, we started with a new group. Знаете, я преподаю немецкий, и мы там начали новую группу. And we had about 32 students. У нас где-то 32 человека в группе.
And it was kind of difficult. We had topics like Bible, Jesus, God. Знаете, у нас были такие темы, как Библия, Иисус, Бог. And they all sit there and go like, da, like, I believe that. И все это говорят, да, я во все это верю. But you realize there's something missing. Но ты понимаешь, что там чего-то не хватает. So that brings me to the topic today. When is a Christian a Christian? Именно это приводит меня к нашей сегодняшней теме. Когда же христианин по-настоящему христианин? Or maybe we rather should say, when does a nominal Christian become a real Christian? Или можно немножко по-другому эту тему сформулировать, когда же номинальный христианин становится христианином реальным, настоящим. Because we need clearance. What is a Christian? Потому что, знаете, нам нужна какая-то четкость в этом, чтобы понять, что есть христианин, а что христианин не есть. So how are we doing this? И как же нам это сделать? Okay, I agree with that one. Знаете, я сам согласен. But I believe also, if I can add something, I would assume there are better Muslims and better Hindu who live a better life than I do now. Но, знаете, я бы еще добавил одну вещь. Есть некоторые мусульмане или, там, например, индуисты, которые живут, ну, скажем так, лучшую жизнь, чем та, которой живу я. Если брать по делам. Maybe they help more their neighbors than I do. Возможно, они больше помогают своим соседям, чем я помогаю. But there's some truth in it. Но в этом тоже абсолютно есть правда. So to solve that question, we need kind of a, how do you say, Urabin? We need like a maßstab where we can measure. Знаете, для того, чтобы разобраться в этой проблеме, нам с вами нужен будет какой-то общий масштаб, какой-то эталон, с которым мы можем сверяться. We need kind of a control system like that we can see, okay, he is a Christian or he is not a Christian. Знаете, нужна какая-то система контроля, чтобы можно было легко и четко определить, что да, это христианин или нет, это не христианин. And do we have like a maßstab like this? Вы думаете, у нас есть вот такой уровень, да, такой эталончик есть у нас? Of course we have. Конечно, есть. It's the word of God, it's the Это Божье Слово, Bible. это Библия. And thanks to the Bible, И благодаря Библии, like an old, very old document from our Christian belief, знаете, это такой старый, очень-очень старый документ нашей христианской веры. and still top actual. И до сих пор, несмотря на то, что он старый, он до сих пор самый первый по важности и актуальности. So we want to look a little bit when has someone the right to call themselves a Christian? И давайте сейчас посмотрим на то, когда у кого-то есть право называть себя христианином. And the Bible gives us pretty clear answers. И Библия, знаете, дает нам достаточно четкие ответы на эти вопросы. Can you read Ephesians 5:31-32? Так, будем читать Ефесянам, 5 главу, стихи 31 и 32. Да? 31-32. Ephesians 5:31-32. Ефесянам 5 глава, 31 и 32 стих. The Bible uses here pictures. Yeah, that's the one. The Bible uses here pictures. Библия здесь, знаете, использует картинки. Значит, я зачитаю. Значит, Ефесянам 5 глава, стихи 31 и 32. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. 32. Okay. The Bible uses here the picture of a what do you say? Marriage, sorry. Знаете, Библия здесь использует иллюстрацию семьи, брака. From like a husband and a wife which come together. Знаете, вот муж и жена, которые сходятся вместе. And they are together because they love each other. И они вместе, и они становятся настолько близки друг к другу, потому что они любят друг друга. And they have a yes to each other. И у них друг к другу да. And you can picture now your own marriage if you are married. И знаете, если вы замужем или женаты, вы можете тоже себе эту же картинку можете в голове держать, она работает. And now we would think that the Bible would go on with that one. И знаете, я думаю, что Библия, наверное, может продолжать с этой иллюстрацией, она еще не полностью выработана. But the Bible kind of changes the subject. Но знаете, Библия почему-то меняет вдруг тему, меняет предмет. And suddenly the Bible talks not about
wife and husband, И почему-то Библия говорит не о жене и муже, but she talks about Jesus Christ and Christian. но почему-то Библия говорит о Христе и церкви, то есть о христианах. So the marriage becomes a picture of of Jesus Christ and Christian. И получается, семья, брак становится иллюстрацией, как макетом отношений Христа и верующих людей, то есть церкви. So I asked myself, okay, if this is a picture, let's think a little bit about marriage. Знаете, я подумал, ну, хорошо, если это такая иллюстрация, давайте тогда подумаем немножко и о браке. What's the most important in a marriage then? Что тогда самое важное в браке? What's the center, I can even call it, of my marriage with Anya? Что будет в центре, даже можно сказать, моего, в том числе брака с Аней? So I would maybe think of the most important in my marriage is to have a bank account with lots of money. Я думал, ну, возможно, в моем браке очень важно, буквально центральное место будет занимать, ну, не знаю, там, банковский счет, на котором куча денег. Швейцарский банк. Швейцарский, кстати. No, wait a minute, no. Я поделюсь. I think the most important for our marriage is that we have different, the same hobbies, Anya and me. Может быть, ну хотя не, может быть, ну, конечно, может быть в браке важно, чтобы у Ани и у меня были одинаковые хобби, знаете, одинаковые увлечения, это удобно. Or maybe one would think about, no, but the most important for our marriage is that we have a big bed together. Может быть, знаете, How to say, Ehebett. не, может быть важно, чтобы у нас было такое большое супружеское ложе, ну, может быть, в этом центр, как бы, брака. We maybe could say, yes, Martin, this is all important for a marriage, but it's not the center. Вы можете сказать, да, Мартин, это все важно для семейной жизни, но это не центр. The most important for my marriage and hopefully for yours, I mean, with your wife or husband, is your partner. Знаете, ну, самое важное в браке для меня, и, надеюсь, для вас, если вы женаты замужем, это мой партнер по браку, моя супруга. You can't have a marriage without a partner. Знаете, невозможно заключить брак в одиночку. I can't marry myself. Я не могу сам на себе жениться, правда? Трудно, по крайней мере. You can't marry a thing like a шкаф or a piano. Нельзя жениться, там, не знаю, там, на шкафу нельзя жениться, там, на телевизоре, на компьютере, на машине жениться тоже нельзя. Там, на пианино нельзя жениться. So after we realize this with a marriage, we can come back to the question, when is a Christian a Christian? Знаете, осознав вот этот важный момент в семье, в браке, в супружестве, мы теперь можем вернуться к вопросу, а что ж тогда в христианстве главное? Когда же христианин по-настоящему христианин? What is the central of my belief that I could say I'm a Christian? Что же будет в центре вот моей веры как христианина, если я себя таким называю? Is it that I'm a member of a church? Может быть, это то, что я член какой-то церкви? Is it that I'm baptized? Может быть, это потому, что я крещеный? Is it that I love my neighbor? Может, потому, что я люблю своих ближних? Is it that I love God? Может быть, это потому, что я Бога люблю? No. Нет такой варианта. We can say this is all wonderful and important. Мы можем сказать, да, это все важно, это все прекрасно. It's great, but there's just one answer. Все это замечательно, но есть только один ответ. How I say it, you need a partner in your marriage. Как я говорил, в супружестве вам нужен супруга, and we need Jesus Christ. И нам нужен Христос. Without Jesus Christ, you can't call yourself a Christian. Без Иисуса Христа себя нельзя назвать христианином. I can't call myself Protestant, Я могу назвать себя протестантом, Catholic, могу назвать себя католиком, православный. I could even, now I'm a bit provocative, I could even call myself a Baptist. Знаете, сейчас немножко будет такой провокационный момент, я даже могу себя баптистом обозвать. But that doesn't make me a Christian. Но это не делает меня христианином. I was baptized as a little child. Знаете, меня крестили, когда я был маленьким ребенком. That doesn't make me a Christian. Но это не сделало меня христианином. When I was older, about 22, I was again baptized, and it was my free will. Я потом подрос, мне где-то было 22 года, я тогда снова принял крещение, и тогда это уже была по моей собственной воле это было.
So to be a Christian is having a relationship with Jesus Christ. Итак, выясняется, что для того, чтобы быть христианином, нам нужно иметь отношения с Иисусом Христом. Only who said yes to Jesus Christ can call themselves a Christian. Только те, которые сказали Христу «да», могут называться христианами. Can you read like John 1:12? John 1:12? No. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Мы знаем это место, многие из нас. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. That's what the Bible says. Like you need a connection, eine Verbindung with Jesus Christ. Знаете, и есть здесь тоже говорит Библия, да, что нужно иметь связь, даже в немецком языке это имеется в виду, как, знаете, вот связка, когда вот связываются, знаете, когда корзины сплетаются, или когда там снопики вяжутся, нужно иметь вот эту вот связь с Иисусом Христом. And Jesus Christ himself in John again says, trust me. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, Он говорит, доверяйте мне, уповайте на меня. So now a little bit fast today. Are you a Christian? А теперь вопрос для нас, а мы сами христиане? I hope yes, Я надеюсь, да. but I can't look in your heart. Но я не могу заглянуть в ваше сердце. Do I have made a decision for Jesus Christ? Принял ли я решение за Иисуса Христа, имею в виду в пользу Его? A yes to Jesus Christ like in a marriage with your husband or wife? Сказал ли я Иисусу «да», как если бы я женился, да, когда говорят «да» на венчании, супруги друг другу? And I just want to show a little bit again the picture of a marriage. Я хотел бы снова вернуться к этой иллюстрации с семьей, с браком. And bring it in connection with being a Christian. Знаете, и соединить это с тем, как быть христианином. You know, like I have children, Ну, вы знаете, у меня дети. and some of them are pretty small. Некоторые из них очень маленькие. And if they play with boys, Если они играют с мальчиками, they are not really, they're just boys. они просто мальчики, маленькие They девочки. don't really think more. Они ни о чем больше не думают. I see already that Jenny is not here, that's great. Я смотрю, также нету. When they are older, about 12, 13, 14, suddenly boys are not just boys anymore. А когда им уже исполняется 12, 13, 14, вдруг ни с того ни с сего мальчики уже не просто мальчики. They are suddenly kind of, they are interesting. Люди, ух ты, это интересные люди. And I'm thinking a little back in my own life. Я вот возвращаюсь, знаете, как вот немножко вспоминаю, как было у меня в жизни. When I was about 13 years old, I fell first time in love with a girl. Я впервые влюбился, когда мне было 13 лет. Oh, and I was thinking about her. О, я не думал. We talked I was thinking already about the wedding, how it will be. Я уже даже продумывал, какой будет наша свадьба. And I thought, like, we actually can use the wedding dress for my mother. Я даже думал, мы даже можем взять мамино платье венчальное, да, там, свадебное, и его использовать, чтобы... I don't know if your wife will be happy. Я не знаю, была бы счастлива это ваша жена, если бы вы так сделали. Something is starting in young children, at that age. В подростках в этом возрасте что-то начинается, что-то там появляется такое, чего раньше не было. Something becomes interesting. Знаете, и что-то становится интересно. And that's quite often what I see and hear with people when they suddenly start to think about God. И знаете, иногда я вижу то же самое в людях, когда они начинают думать о Боге. There's hopefully or sometimes a point in life where people go like, does God really exist? Знаете, надеюсь, у каждого в жизни наступает такой момент, когда он начинает задумываться, а Бог вот это что, правда существует? Who is God? А кто он такой вообще? How is He? И какой он? Who is Jesus? А кто Иисус тогда? And it's like I would compare it with that time of, getting interested in something. И знаете, и вот это вот я сравнил бы с тем, как мы заинтересовываемся кем-то в первый раз. I don't know how you became a Christian, but maybe I hope there was a time in your life that you suddenly start about thinking the Bible and God. Знаете, я не знаю, как ваш христианский путь, какой он был, да, как вы к Богу пришли, но я надеюсь, у вас тоже был такой момент, когда вы начали задумываться, Библия, Бог, что это, о чем это?
And it would be interesting to hear some stories from you Знаете, мне было now, бы, например, интересно от вас, может быть, несколько таких историй просто услышать. but we don't really have the time. Ну, к сожалению, у нас времени не так много для этого. Can you read like Jeremiah 29? Сейчас давайте еще почитаем одно место, это Иеремии. Значит, это будет книга пророка Иеремии, 29 глава, стихи 13 и 14. Иеремии, 29 глава, 13 и 14 стих. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». It's for me encouraging to read those verses, like if you really start asking questions that God wants to be found. Знаете, для меня вот эти вот стихи, это для меня ободрение, потому что я в них вижу, что Бог даст себя найти, нужно только начать его искать. And one interesting thing for me was, I think I read it in a book somewhere. Знаете, еще есть такая одна интересная вещь, я думаю, я где-то ее в книжке, наверное, вычитал. And they did some research. What's normally the first point what people do becoming a Christian? И проводили какое-то исследование, что первым делом люди делали, когда становились христианами, ну, вот, на пути. And we are talking about like people who are not Christians. Ну, и, естественно, это говорится о тех людях, которые не христиане. Вот, с чего начинался их поиск этого всего? And it was a bit interesting what they found out on their research. И знаете, исследование очень интересное оказалось, оно показало интересную вещь. They found out one important thing is like when people start to pray. И знаете, любопытно, они выяснили, что когда люди начинают молиться. I heard quite a few testimonies from believers now. Я несколько слышал также таких историй от верующих уже сейчас. Where they say, Martin, I wasn't a believer yet, but you know, I started to pray to that God I don't really know. Когда люди говорят, ну знаешь, Мартин, тогда еще я был неверующим человеком, я не знал, кто такой Бог, но я начинал молиться, обращаться к Богу, которого я не знал еще. Maybe that's something for us today, an encouragement. Возможно, это будет ободрением для нас с вами сегодня. If you have friends or neighbors, если у вас есть друзья или соседи, who are kind of interested, like with those children who feel the first love. Знаете, которые вот как вот эти подростки, которые впервые начинают интересоваться противоположным полом, что вот, может быть, они тоже так само начинают интересоваться Богом. That we maybe just would encourage them and say, hey, just try to pray. Возможно, мы можем сказать, слушай, попробуй просто молиться, обращаться к Богу. Just try to talk with that God who kind of, yeah. Просто попробуй что-то сказать этому Богу, что-то как-то поговорить с этим Богом, которого ты еще пока не знаешь полностью. Time is running. Next step. Следующий шаг, время бежит. Normally, like if you fall in love with someone, you don't get immediately married the next day. Ну, обычно, если ты в кого-то влюбляешься, за очередным исключением, ты обычно не женишься сразу на следующий день, правильно? Какое-то время должно быть. Может быть, в Африке, там, в джунглях, я не знаю. Может быть, там так, конечно, в Африке, где-то в джунглях, я не знаю. Но у нас не так. When I fell in love with my Anya. Знаете, когда я встретил мою, когда я в нее влюбился, after that there was a time of getting to know each other. Знаете, тогда мы начали узнавать друг друга. Это было время. And we wrote little like pieces, like like little notes. Знаете, мы писали, знаете, такие маленькие записочки, такие маленькие заметочки писали. It was during Bible school, and we put them in the, in the postalny ящик. Знаете, это было, когда мы тогда проходили обучение в библейской школе, и мы туда вот писали такие маленькие записочки, бросали их в почтовый ящичек. I remember we hang on the phone till 2-3 in the morning. Я помню, мы на телефоне сидели друг с другом до 2-3 утра. It was like during Bible school, it was Знаете, и это просто написать, это было на учебе, это было нельзя. But there was a time of getting to know each other, and I really was eager to get to know her better. Но, знаете, было время, когда мы узнавали друг друга, и мне действительно хотелось узнать ее лучше.
And there's also like, we can use this for our Christian walk. И знаете, мы можем использовать эту же иллюстрацию для нашего христианского пути. If someone becomes a Christian, Когда кто-то становится христианином, there is a first interest, and normally it goes on that they look, I want to know more about God. Where is a church? How can I get a Bible? Любите мои брати мої, моліться за мене пройти. Oh. Знаете, когда вот есть это время первой любви, так называемой, да, такой первой заинтересованности, и потом мы будем, а потом, возможно, человек начинает думать, так, а где же мне еще узнать об этом, где может церковь есть, где может Библия там какая-то, знаете, там, не знаю, найти можно Божье Слово. То есть у человека просыпается интерес, и он ищет дальше и дальше. And you want to know more. I was about 17, 18 years old when it was in my life. Знаете, мне было где-то лет 17-18, когда это произошло в моей жизни. That I was really eager to know more and be closer with God. Когда мне хотелось знать больше и хотелось быть ближе к Богу. And I had also some wrong thoughts. Знаете, у меня также были некоторые неправильные мысли. I mixed something up that my Christianity is kind of also a type of lifestyle. Знаете, я также себе вообразил, что христианство это еще и такой себе стиль жизни, знаете. It was for me like, okay, I thought like if I live like God wants me, friendly, help the old ladies over the street, then I'm a Christian. Я думал, если я живу вот как Бог пишет, да, там не краду, там не убиваю, там бабушек через дорогу перевожу, значит я христианин, значит все нормально. It was for me connected with somehow with a lifestyle. Знаете, это для меня как-то больше было связано с поведением больше, знаете. But it didn't really work very well. Но оно не сработало, честно скажу. Because once in a while, every day, I did mistakes, I sinned. Потому что я согрешал, и знаете, там не раз в пятилетку, а каждый день у меня были такие ошибки. Like not big ones, but you know, I felt, that's not biblical standard, how I live. Это, конечно, не было что-то такое там грандиозное, что-то такое страшное, но, по крайней мере, я чувствовал для себя, что это не то, чему учат библейские стандарты. In my head was kind of something like, how do you say, Tagebuch, journal, daily journal, where I go like, it didn't work well, this wasn't too bad. Знаете, и у меня в голове было что-то вроде, знаете, такого ежедневника с записями, в какой день я что не так сделал. And it was also the question, am I only a Christian when I live without sin? Я думал, я христианин только тогда, когда я не грешу. And every time I sin, I lose my kind of salvation, my Christianity. И еще получается, когда я согрешаю, когда я совершаю какой-то грех, то я уже больше не христианин, я больше не спасенный, или как это понимать? And I was still in the phase to getting know God better. Знаете, я вот тогда был еще на той фазе, где я узнавал Бога лучше. I wouldn't say I wasn't fully married with Jesus Christ Но yet. если так вот, если использовать метафору брака, то я еще не был женат на Христе, то есть я еще не полностью пошел с ним в связь. And then there was one time in my life, and I'm still learning this, that it's not about a Christian lifestyle I have to live. И потом однажды это произошло, эта ситуация, и до сих пор продолжается, я до сих пор учусь этому, что я понял, что христианство это не только мое поведение, это не только то, как я живу. I realized to be a Christian is the main point is about one person. Я понял, что христианство, оно вращается вокруг одной личности, It's а не вокруг моего поведения. It's about trusting in Jesus Christ. И христианство связано с надеждой, с упованием, с доверием Иисусу Христу. And it was kind of really difficult for me. It was kind of struggling how I try to live as a Christian. И знаете, если брать это как стандарт для христианства, для меня очень трудно было, целая даже борьба была внутри меня, как учиться жить по этому стандарту. And I still remember that I tried to do one full day without sinning. Знаете, я помню, как я старался целый день удерживать себя от греха. 24 hours. Знаете, 24 часа. That I could say in the evening, "Wow, I did it." Знаете, я могу сказать вечером, да, я это сделал. How many times did it happen? Сколько раз это происходило? Not once. Не однажды. And probably it was a good thing that it didn't happen. Возможно, хорошо, что оно не произошло. Because end of the day, probably it was a good thing because probably at the end of the day, when it would have happened, Знаете, я рад, что вот такой день, когда я сказал, что все, у меня получилось ни разу не завершить,
Ни разу такого не было. И